Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы будем рассказывать вам о деятельности профсоюза работников образования и многом другом интересном. Ну что ж, приступим. Выборы председателя первичных организаций завершились. Кто-то остался на своем месте, то есть его переизбрали. А в некоторых учреждениях появился новый профактивист. Кто за то, чтобы провести выборы? Проголосуем. В профсоюзе образования Чеченской Республики завершилась отчетно-выборная кампания. Педагогические коллективы избрали своими лидерами самых опытных и креативных профсоюзных активистов. От работы председателя первичной профсоюзной организации зависит дальнейшее развитие современного профсоюзного движения в учреждениях образования. Основным направлением деятельности профсоюзного комитета школы является работа по охране и безопасности труда работников и учащихся школы. В итоге выборов резерв профактивистов обновлен на 25-30%. Все активные, имеющие авторитет в своих коллективах люди. По словам руководства, в большинстве районах председатели первичек имеют четкое представление о деятельности профсоюза и о своих обязательствах. Однако часть председателей правкомов показали слабое знание своей работы. Они нуждаются в отдельном обучении. Чаще всего такая картина складывается в учреждениях образования населенных пунктов, расположенных далеко от райцентров и из-за транспортных проблем, не имеющих возможности регулярно посещать районные совещания, республиканские обучающие семинары. Проблему выявили, полдела уже, можно считать, сделали. 7 лет назад, 17 апреля, министром образования и науки республики были подписаны особые рекомендации. Признавая значимость усиления роли профсоюза в решении профессиональных, трудовых и социальных задач, а также повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, Министерство образования и науки Чеченской Республики рекомендует заведующим руководителям образовательных учреждений следующее. Согласиться на введение в выборный профсоюзный орган штатной единицы председателя первичной профсоюзной организации образовательного учреждения с численностью 100 и более работников. Считать, что окончательный размер заработной платы освобожденному председателю правкома первичной организации образовательное учреждение определяет самостоятельно и закрепляет в коллективном договоре. На расширенном заседании Президиума Республиканского совета профсоюза обсудили хорошую новость – освобождение профсоюзных активистов и утвердили кандидатуры на должность председателя первички как штатного профсоюзного работника и представителей Республиканского совета. Представители нужны в тех районах, где нет учреждений образований штатом 100 и более человек, и там, где пока еще не удалось договориться с органами образования об освобождении председателя первички от учительских обязанностей. Наша генеральная линия – это укрепление и развитие первичной организации. С таких слов начал заседание председатель профсоюза. Так сказать, с уверенностью уже, зная перспективу нашей работы, можем прийти, так сказать, к такой работе, когда у нас в первичных организациях появится штатный работник. Вы спросите, кто это освобожденный председатель и от чего его освободили? Объясняем. Председатель первички – это обычный учитель с ведением своего предмета, классным руководством, проверкой тетради и многими другими обязанностями. Возглавлять еще и правком очень сложно. Конечно, председателя частично освобождали от часов, но теперь его освобождают полностью. Помимо освобожденных председателей первичек, на заседании утвердили кандидатуры районных представителей профсоюза. Всю работу в районах курируют представители Рессовета профсоюза. Представитель в районной или городской организации профсоюза – лицо, уполномоченное представлять интересы профсоюза в реализации уставных целей и задач по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов учителей, воспитателей, преподавателей и других работников образования. В профсоюзе часто повторяют «сильная первичка, сильный профсоюз». А сильно ее, значит, делает председатель. Мы решили сами убедиться в этом и навестили правком Гекаловской средней школы. Заведует первичкой Рукият Умарова. Эту школу мы выбрали неспроста. На вопрос, кого вы считаете одним из лучших профактивистов, в профсоюзе отвечают Рукият Хаджиевна.
Двери кабинета Рукият Умаровой всегда открыты для членов профсоюза, для учителей и других сотрудников школы. Если неправильно начислили зарплату – к Рукият. Если есть неудобные окна в расписании, снова к Рукият. А к кому же, если не к ней? Консультироваться по поводу моей заработной платы. Я не уверена, правильно ее начислили в этом месяце. Сейчас проверим, Мадина. Сейчас мы возьмем тарификацию. Мадина, мы сейчас проверим по тарификации, что тебе начислили и как начислили. Давай посчитаем. Твоя ставка 8489 умножить. Значит, Мадина, смотри, на заработную плату твою начислили нормально. Значит, классное руководство учли, методическое объединение 15% учли, кабинет твой учли. Дальше надбавку за компьютер 12% учли. То есть заработную плату начислена правильно в этом месяце. Наверное, я неправильно посчитала. Ну, ничего бывает. Мы для этого работаем, чтобы решать все проблемы и проверять. Чаще всего обращаются по вопросам по начислению заработной платы. Скорее, больше всех обращений. Дальше очень много вопросов правового характера. Дальше очень есть вопросы, бывают иногда по оказанию материальной помощи. В общем, по начислению отпускных. В среднем в месяц я приблизительно рассматриваю как минимум 8-10 заявлений по начислению заработной платы. И директор школы навстречу идет, и бухгалтер оказывает содействие всевозможное. Поэтому вопросы учителей получается решать. Рукият Хаджиевна – наша первая помощь в школе. Мы всегда бежим к ней, если у нас возникают проблемы. Допустим, проблемы с начислением заработной платы, с услугами ЖКХ, по поводу отпускных и так далее. И она для нас всегда устраивает какие-то массовые походы, мероприятия. Мы ходим вместе в театры. Недавно участвовали в республиканском конкурсе агитбригад профсоюзов и заняли 2-е место. Было очень интересно, мы ей благодарны за это. Конечно, каждый председатель первички на месте решает проблемы учителей, иначе их и не выбрали бы сами члены профсоюза. Но Рукият особенно выделяется из их числа. Она с завидной скрупулезностью сверяет начисление заработной платы и надбавок. В школе знают, их председатель всегда поддержит, поможет, подскажет. Вот и Казимата Искирханова, дворник школы, пришла спросить совета, как правильно написать заявление на оказание материальной помощи. Член профсоюза Рукият Умахали положение. Материальную помощь заявление отзываешь, что Казимата? Если на какое-то мое заявление, значит, на мое имя заявление язи, ходатайство передай советом, я лучше материальную помощь оказателю, он да, заявление обязательно съедем. Рукият завоевала уважение и доверие как со стороны своих подопечных, так и руководства школы. Директор точно знает, ее сотрудников никто не даст в обиду. В работе, конечно, если есть какие-то спорные, она тоже отстаивает свое мнение, интересы работника, умеет добиваться этого. Нигде в других школах нет такого, чтобы наставникам платили 5%, она добилась этого. И вот мы решили на профсоюзном собрании, что те опытные учителя, которые будут помогать молодым специалистам, будут вознаграждены таким образом. И работа пошла. Это тоже заслуга Рукият Хаджиевны. Она нужный человек в школе, хороший человек, большая умница, как предметник она в свое время, учитель математики, хороший учитель математики. Рукият Хаджиевне удалось сплотить коллектив школы. Ее смело можно назвать профсоюзным лидером. Ее коллективный договор ставит в пример остальным профактивистам. Первый договор, который действительно коллективный договор, я составила, понимая вот цель этого коллективного договора. Это жизнь школы, жизнь каждого учителя. Понимаете, все стороны жизни школы указаны в этом коллективном договоре. И его деятельность, учебная деятельность, и время работы и отдыха, правила внутреннего трудового распорядка, все. Самая основная часть этого коллективного договора, где каждый учитель вот нашей школы
по его труду, как он работает, имеет доплаты, ощутимые ежемесячные доплаты. Вот учитель, который проверяет тетради, математик, 10% надбавки, компенсирующие, это доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей учителя. Молодые специалисты, 7 человек, получают 30% доплаты по коллективному договору. Дальше 43 учителя у нас получают доплаты, 12% за вредные условия труда, работают с компьютером, получают. Дальше у нас получают учителя, которые работают с больными, обучение на дому, 20% доплаты. Был год прививочек в прошлом году. В этот год прививочек был конкурс на лучший коллективный договор. Вот как составлен он коллективный договор, правовая его основа, и на выходе выполняется, притворяется в жизнь коллективный договор или нет. Вот и занял первое место коллективный договор нашей школы в республике. Вот уже 14 лет Рукият преподает математику в родной школе. Несмотря на напряженный график в профсоюзе, свой класс она не собирается передавать другим. Ну, конечно, учитель – это главное в моей жизни, это профессия, которую я выбрала. Поэтому без часов, хотя и можно без часов, понимаете, председатель правкома – это у меня профсоюза выборная должность. Если не выберут, учитель профессия всегда моя остается. Рукият Хаджиевна является примером для молодых учителей. И я горжусь, что нашим школьным правкомом руководит такой человек, как Рукият Хаджиевна. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Я работаю учителем математики более 25 лет. Недавно обратился в пенсионный фонд, где узнал, что право на досрочную пенсию у меня возникло еще 1,5 года назад. Можно ли получить перерасчет пенсии за просроченный период? И какие документы для этого необходимо подготовить? Нет, к сожалению, перерасчет пенсии вы получить уже не сможете, так как в соответствии с действующим законодательством право на получение пенсии возникает с момента подачи соответствующего заявления и пакета необходимых документов. То есть, если вы сегодня подали заявление в пенсионный фонд и он положительно его рассмотрел, то с сегодняшнего дня вам будут начислять пенсию. Могу ли я, как педагогический работник, претендовать на получение первой или высшей квалификационной категории, если срок действия предыдущей квалификационной категории уже истек? Если у педагогического работника истек срок действия первой квалификационной категории, то он может аттестоваться на первую квалификационную категорию в любое время. Если же у педработника истек срок действия высшей квалификационной категории, то сначала ему нужно будет защитить первую квалификационную категорию, а затем у него возникнет право и на высшую, но не ранее, чем через 2 года с момента получения установления ему первой категории. Я работаю учителем и езжу на работу из одного населенного пункта в другой. Обязан ли мне работодатель компенсировать затраты на проезд на работу и обратно? Напрямую данная мера трудовым законодательством не предусмотрена. Однако, если в коллективном договоре образовательного учреждения это предусмотрено, то работодатель может вам компенсировать затраты на проезд. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Открытие образовательных учреждений – это праздник не только для педколлектива и местных жителей. Для профсоюза образования это тоже хорошая весть. 14-я гимназия работает с сентября прошлого года. Для знакомства и обсуждения наболевших тем в гимназию выехало руководство профсоюза. Здание 14-й гимназии привлекает внимание издалека интересным нестандартным дизайном.
Под стать и актовый зал. Здесь после уроков собрались все сотрудники на разговор с руководством профсоюза работников образования. Встреча для многих учителей первая, так как гимназия открылась совсем недавно, в сентябре 2013 года. Здесь, наверное, плохо работать никак нельзя. Мне рассказывали, что здесь один из лучших коллективов, педагогических коллективов нашей республики, города Грозный. Очень приятно. Поскольку вы в авангарде не только в учебно-воспитательном процессе, наверное, и могли быть в авангарде общественной жизни. У членов профсоюза накопилось много вопросов. Например, по взносам в фонд социальной поддержки учителей. Более подробно о работе фонда мы расскажем в следующем выпуске программы. Но если покороче, то некоммерческий профсоюзный фонд социальной поддержки учителей, сокращенно ФСПУ, создан для оказания материальной поддержки членам профсоюза путем выдачи денежных займов на бытовые нужды и санаторно-курортное лечение. Фонд социальной поддержки существует в большинстве капиталистических стран. Везде в европейских странах, во Франции, Швеции, Германии, Австрии, везде такие формы взаимной поддержки, взаимной помощи существуют. И вот мы тоже решили перенять этот опыт, эту практику работы и решили у себя тоже создать вот такой фонд. Уважаемые коллеги, нужно внимательно коллективам сначала изучить положение, изучите. Пожалуйста, зайдите на наш сайт риссовет.ру. Многие задаются вопросом, зачем нам каждый месяц давать взнос в размере 500 рублей, если можно и дома копить деньги. Но именно эти взносы помогают членам ФСПУ выбраться из сложной жизненной ситуации. Мне бы хотелось, пользуясь случаем, весь присутствующий коллектив здесь, поблагодарить за то, что в трудную для меня минуту я почувствовала плечо коллектива. И вот в этом году семья была другим, столько несчастья. Трудно говорить, мы все знаем, коллектив весь знает, девочка, дочь, находясь за границей, тяжело заболела, мы же все знаем, в курсе, да? И расходов получилось очень много непредвиденных. Я получила от коллектива помощь материальную, значительную для нашей организации. Коллектив здесь дружный, сплоченный. Все понимают, несчастье может настигнуть каждого, и очень неожиданно. Взаимовыручка – важный инструмент в руках председателя первичной организации. У вас директор тоже, говорят, понимающий, знающий ваши проблемы, идущий навстречу по всем вопросам. Мне сказали, что у вас практически нет проблем несправедливого распределения стимулирующего фонда, выплаты заработной платы, все это пока нормально, но нормально никогда ничего не бывает, когда деньги распределяются. Я тоже знаю давно, все равно недовольны кто-то есть, не бывает. Поэтому задача профсоюза вот это недовольство выявить, чтобы человек открылся перед профсоюзом, и рассказал, почему он недоволен. И если действительно его требуют несправедливы, обратиться к директору, я не думаю, что он учитель, он пойдет навстречу всегда и вашу проблему решит. Так как педколлектив гимназии только сформировали, здесь много новеньких. Молодым учителям удостоверение членов профсоюза вручал сам председатель Хизир Герзелиев. Умарова Исита Адамовна, учитель начального класса. Девочки-педагоги, которым сейчас вручили билеты, очень добросовестные, добросовестно относятся ко всему порученному. И, конечно, хотелось бы, чтобы и дальше у вас все было хорошо. Я еще раз хочу поздравить вас сердечно сначала вашей творческой деятельности, вашей работы, пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов, удачи, всего самого хорошего. 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон об образовании Российской Федерации, который явился ответом на новые вызовы, обусловленные социально-экономическим развитием России. Об этом и не только. Далее в интервью министра образования нашей республики Исмаила Байханова. В прошлом году вступил в силу закон об образовании в Российской Федерации.
Изменится ли в результате что-нибудь в жизни школы? В принципе, можно сказать, что в системе образования Российской Федерации произошли большие преобразования. Естественно, это, конечно, отразится и в лучшую сторону на качестве образования, и в том числе в Чеченской Республике. Во-первых, благодаря этому закону, можно сказать, практически впервые появилась вот такая строка, что учебники обеспечат бесплатно. То есть это одно из таких самых больших новинок. Есть федеральные государственные образовательные стандарты. Для выполнения этих стандартов, во-первых, сегодня в республике сделано очень много. В рамках этого закона как раз есть и требования, чтобы эти образовательные стандарты, они расписаны почти до 2020 года, 2000, вот, поэтапно, как мы должны перейти к этим стандартам. То есть поэтому в целом вот, принятие нового закона федерального, он должен как бы, дать толчок поднятию качества образования в Чеченской Республике. Сейчас много внимания уделяется привлечению общественности в сферу управления школой. Профсоюзные движения, родительские комитеты. По-вашему, что это дает школе? Добиться того качества образования, которое сегодня мы хотим, без взаимодействия с родителями, скажем, это практически невозможно. Без взаимодействия с родителями, с родительским комитетом, с родительской общественностью нельзя добиться того качества, которое мы сегодня хотим. Вот практически пару дней назад у нас в республике были представители Всероссийской ассоциации родителей, такой же, по-моему, орган создан в нашей республике. Мы это приветствуем, и наши двери открыты. Не все зависит от школы. Не все зависит, потому что ребенок, ученик пришел в школу, естественно, больше времени он проводит в кругу семьи. Вот, если будет, скажем, диалог учитель-родитель, я думаю, что мы действительно в ближайшие годы сделаем прорыв в сторону качества образования. Как вы оцениваете работу профсоюза работников образования Чеченской Республики? В работе их заметно произошел такой в качественную сторону сдвиг. Действительно, вот когда я часто встречаюсь с коллективом, и уже как бы практически с самого начала разговора там видно бывает, что в коллективе есть профсоюзный активист или правком, как они их называют. То есть я считаю, что мы сегодня еще это не предел, есть еще какой-то, наверное, внутренний запас, но сегодня в каждом коллективе, особенно при распределении фонда стимулирования, появился голос работников профсоюза образования Чеченской Республики. В начале года у вас состоялась встреча с Галиной Ивановной Меркуловой, председателем профсоюза работников образования и науки России. Какие предложения были озвучены в беседе? Они очень высоко оценили работу организации Чеченского профсоюза Чеченской Республики. И, во-вторых, конечно, в принципе, вот состоялся такой обмен мнениями, и мы также договорились, что постоянно будем в таком контакте работать. И действительно часто вот мне звонит Галина Меркулова, и бывают какие-то вопросы, когда у меня, я тоже набираю, говорю, вот, в каких регионах вот эти проблемы, которые вдруг, скажем, появились у нас, как они решаются. То есть вот такой, скажем, взаимопонимание есть, и соответствующие консультации мы друг друга получаем. «Резонанс». Под таким названием вышел в свет первый номер журнала Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования. Выпуск получился очень насыщенным, интересным. А более подробно о работе над изданием журнал нам расскажет непосредственно главный редактор Руслан Караев. Этот журнал начал выходить, в принципе, только в этом году. Один номер вышел. Сейчас подготовили второй номер, и он тоже вот-вот выйдет в свет. Но идея какая, на мой взгляд, у того, кто инициировал выход этого журнала, достичь максимум информированности членов профсоюза о работе профсоюза. Потому что все-таки живет в обществе достаточно ощущаемый скепсис, мол, чем занимается профсоюз, кроме сборов членских взносов.
Этот журнал сейчас помогает тем, кто интересуется, во-первых, жизнью профсоюза, во-вторых, сам является членом этого профсоюза, узнать, какие у него права есть, как у члена профсоюза, кто защищает его интересы, как это происходит на самом деле. С электронной версией журнала вы сможете ознакомиться на сайте профсоюза образования. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного. Но эфирные рамки суровы. У вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ru. До новых встреч. Адикелш.